Туркмены. Этнографическая группа туркмен численностью свыше 15 тысяч человек, проживающая на северо-востоке Ставропольского края. Предки туркмен переселились в конце 17-го, начале 18 века с полуострова Мангышлак, отделившись от туркменских племен Чаудыр, Иғдыр и Союнаджи. Это родовое деление сохранялось у ставропольских туркмен до начала 20 века, и российские губернские власти долгое время уважали эту традицию. Появление туркмен на территории нынешнего Ставропольского края обусловлено тем, что в 1609 году при приходе калмыков в Прикаспийские степи первоначально ставропольские туркмены кочевали вместе с калмыками. Письменные источники фиксируют присутствие туркмен на правом берегу Волги уже в 1653 году. Однако с калмыцкими ханами их отношения складывались непросто. К примеру, в 1771 году часть переселившихся за Волгу туркмен была насильно уведена мятежным калмыцким ханом Убаше в Китай, который протестовал против усиления российского государства в низовьях Волги. Но за Урал 340 туркменских семей бежали и возвратились назад, и теперь уже российские владения, где российские власти позволили им кочевать от Волги до реки Кумы на Северном Кавказе. В 1793 году Мангышлак покинула вторая волна эмигрантов туркмен, но представители этой волны до Ставрополя уже не дошли и осели в дельте Волги. Таким образом сформировались астраханские туркмены. Их ряды продолжали пополняться отдельными кочевыми туркменскими семьями вплоть до 1813 года, когда, по свидетельству Небольсена, в низовьях Волги поселилась последняя группа из 600 мангышлакских туркмен. В 1827 году туркмены юга России были освобождены от воинской повинности. После 1825 года в связи с массовым переселением ставропольских русских крестьян губернские власти начали пытаться упредоточить жизнь кочевников. Упадок традиционного кочевого скотоводства среди туркмен был постепенным процессом. Так, в 1863 году в Верхнем Барханчаке туркмены организовали первый аул, получивший название Баш-Оба или Баш-Аул, включавший в себя 708 хозяйств. По данным этнографа Володина, в 1902 году местные туркмены жили уже в 13 оседлых аулах, насчитывавших 2072 дома и 11 тысяч жителей. Кочевой образ жизни продолжала вести уже меньшая их часть 5,5 тысяч. Коллективизация привела к тому, что часть бывших туркменских богачей бежала за реку Куму в Дагестан, где ими были основаны аулы, существующие поныне. В 1956 году Туркменский район был ликвидирован, но в 1970 году восстановлен в новых границах. Язык туркмен – диалект туркменского языка с заметным влиянием языка нагайцев, с кочевьем которых граничили кочевья туркмен. Ставропольским туркменам ближе язык Ташауза и Чажовского вилаята, и они плохо понимают туркменский язык, на котором идет телевещание из Ашхабада. Преподавание туркменского языка осуществлялось до революции. Например, с 1913 года туркменский язык преподавали в школе аула Өзет-Суат. В 1920-е годы почти в каждом туркменском ауле были открыты национальные школы и библиотеки. С 1930 года на туркменском языке выходила и районная газета. В 1965 году обучение родному языку в школах было прекращено.
В 1990-е годы несколько человек были отправлены в Ашхабад для получения специальности туркменского языка, литературный вариант которого изучался в школах Ставрополя до начала 2000-х, а в некоторых аулах и несколько позже. Однако впоследствии сфера использования туркменского языка сузилась с середины 2000-х годов Ставропольского края. На нем нет ни одной радиопередачи или телепрограммы, нет печатных изданий. Обучение ведется только на русском языке. При переписи населения 2002 года туркмены учитывались вместе с туркменами, хотя за несколько веков раздельного проживания туркмены значительно отдалились от своих собратьев из Туркменистана. В Ставропольском крае тогда было зарегистрировано 13,9 тысяч туркмен.